Жители поселка Вежью говорят, стоит отъехать от райцентра на 20 километров, и сотовая связь обрывается. Чтобы позвонить с мобильного, здесь бегают к местной кочегарке. Сеть ловит только там. Спасают домашние телефоны, но и они работают с перебоями. Стационарные есть телефоны. Они работают нормально? Ненормально тоже работают. Потому что сказали, что у нас устаревшие, потому что до сих пор даже вот интернет привезти мне домой, мне его не подключают из-за того, что у меня спаренный телефон. Должны для интернета не спаренные. А у нас спаренные телефоны у многих. Если один говорит, другой не может уже разговаривать. Отдельная история с интернетом. Здесь он исключительно лимитный. И сумма за месяц зависит от объема скачанной информации. Хоть сидела, хоть не сидела 800 рублей. И еще сверх нормы. Вот почти 6300 перебор. И тут вот по 3, по 4, по 5 тысяч. Ну а как вот потом? А детям надо готовиться к школе, ведь к урокам. Сейчас юные уроженцы поселка, которые учатся в Кайгородке, все чаще остаются там на выходных и даже на каникулах, чтобы быть поближе к цивилизации. Дети у меня уже выросли, конечно, но учатся, да, и сама по работе, даже все равно даже в школе мне не хватает, когда приходишь домой, соответственно, снова начинаешь работать, снова начинаешь пользоваться, а там уже летит, как, я не знаю кто, километры и километры. В последнее время особенно не везет. Сотовая сеть плохо ловит, да еще и техника ломается. На днях сразу в нескольких домах во время грозы из строя вышли телефоны и компьютеры. Мы даже не слышали вроде, как громыхало один раз, и прямо щелчок. Вот сидим с продавцом, и прямо щелчок, и все, и модем у нас потух. И у многих тут у поселка сгорели телефоны. Год назад здесь установили Wi-Fi роутер. Покрывают зону он меньше, чем в 50 метров. Поэтому это место стало самым популярным у местных. Здесь даже установили скамейку. Правда, сидят по очереди. Скорость слишком маленькая. Зимой, чтобы выйти в сеть, сюда подъезжают на машинах. Нам воспользоваться Wi-Fi не удалось. Услуга оказывается платная – 45 рублей в месяц. Местные говорят, готовы платить больше, но за безлимитный интернет и в домашних условиях. Однако по заявлению Ростелекома с августа 2017-го пользоваться интернетом в точках доступа можно будет абсолютно бесплатно. Это вам звонят из Кайгородского района, поселок Вежью. В 2016 году, в конце года, у нас с Сепидора до Вежью протянули оптиковолоконный кабель специально для интернета. Но интернета вот же скоро год, а интернета так и не подключен. В поселке Вежью организована точка предоставления доступа в интернет. Там у вас стоит, значит, проложена оптика, стоит опора, на опоре стоит, значит, соответственно, антенна, там термошкаф, значит, соответственно, коммутатор, ну и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, вы можете воспользоваться услугами интернет, используя свой там планшет, там смартфон, там, ну и так далее, но опять-таки вблизи, в 50-метровой зоне от этой точки доступа. И смотрим вопрос, каким образом можно от того коммутатора, который установлен по вот этой программе федеральной, да, можно будет подключать. Поэтому, ну, скажем так, дело времени. В Коми больше 400 населенных пунктов не имеют широкополосного доступа к интернету. Причины банальные – высокая стоимость прокладки оптиковолоконных линий и долгая окупаемость работ. Выходом могло бы стать софинансирование со стороны государства. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Кайгородский район.